Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Развитие Северного морского пути России и в первую очередь порта Тикси обсудят во Владивостоке с 26 по 28 июля на Международном дальневосточном морском салоне. Для того, чтобы развивать Северный морской путь, необходима инфраструктура, прежде всего портовая, для обеспечения охранения и доставки грузов в арктические районы России, а в перспективе и для прохода иностранных судов. Как отмечают в Минтрансе Республики, в связи со снижением объемов перевозки грузов в настоящее время производственные мощности порта Тикси используются менее чем на 3–5%. Другая острая проблема – износ техники. При этом развитие Северного морского пути важно не только для Якутии, но и для Дальнего Востока в целом. Об этом недавно заявил пресс-секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев в Петропавловске-Камчатском. Оперативно проверять юридическую чистоту автомобилей смогут российские банки и граждане. Процесс будет занимать несколько минут, а не несколько дней. Таким образом, банки станут быстрее выдавать кредиты на покупку подержанных машин, а граждане быстрее продавать их друг другу. Об этом рассказала газета «Известия». Это станет возможным в случае реализации законопроекта Минфина России, который уже поддержала Минэкономразвития. Проект предполагает предоставить банкам, а также физическим лицам доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг. Перед покупкой поддержанного автомобиля необходимо проверить, находится ли он в залоге или в угоне. Сейчас сделать это можно только на сайте Федеральной нотариальной палаты. Сведения реестра доступны онлайн, но получить выписку можно только обратившись к нотариусу. Центробанк за первые 6 месяцев 2018 года выявил фальшивых купюр на общую сумму 67 миллионов 800 тысяч рублей, что на 13 миллионов меньше, чем годом ранее. Традиционно чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5000 рублей. Следом идут купюры по 1000. На сокращении количества фальшивок сказывается не только сложность производства, но и распространение безналичных платежей. Себестоимость одной поддельной банкноты специалисты оценивают в несколько сотен рублей. Россияне резко увеличили спрос на крупные потребительские кредиты. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Во втором квартале этого года число выданных займов на сумму более 500 тысяч рублей выросло на 37%. Число кредитов на суммы в пределах от 300 до 500 тысяч выросло на 12,2%. В пределах от 100 до 300 тысяч на 2%. А вот количество потреб кредитов на небольшие суммы, наоборот, падает. Востребованность заемных средств на суммы от 30 тысяч рублей до 100 тысяч упала на 6,5%, до 30 тысяч рублей на 31,1%. Руководитель Якутии Айсен Николаев уверен, что к концу года железная дорога в республике будет достроена. На эти цели поступили федеральные средства в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей. У нас есть полная уверенность в том, что к концу года полностью будет открыто как грузовое, так и пассажирское сообщение. Напомню, на многих участках железная дорога функционирует в режиме временной эксплуатации, в том числе на участке от Тамота до Нижнего Бестяха, сказал Айсен Николаев. Решение о расторжении муниципального контракта на строительство в рамках программы переселения принято Минстроем Республики совместно с администрацией поселка Серебряный Бор. Контракт был заключен с компанией «Созвездие», которая с 2016 года вела строительство 5 многоквартирных домов на территории поселка. Степень готовности объектов на настоящий момент составляет 79–87%. Однако с начала этого года строительные работы практически не велись. Расселение ожидают 502 человека из 234 аварийных домов. Для решения проблемы власти планируют покупать жилье на вторичном рынке. Алроса во втором квартале 2018 года сократила добычу алмазов на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,5 миллионов карат, сообщила компания. Снижение добычи обусловлено прекращением обработки руды с трубки «Мир», снижением алмазоносности рудного сырья трубки «Интернациональная», а также увеличением доли обработки руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и подземного рудника трубки «Айхал». Однако относительно предыдущего квартала текущего года добыча алмазов выросла на 15%, что связано с сезонным возобновлением производства на рассыпных месторождениях и постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов, в том числе подземного рудника «Удачный». Зарплаты на российском рынке труда выше, чем в других странах СНГ и сопоставимы по уровню со странами Центральной и Восточной Европы. Такие данные приводят эксперты Высшей школы экономики в мониторинге межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах.
Для расчетов авторы использовали показатели паритета покупательской способности. Так, по итогам 2017 года Россия была лидером по уровню зарплат среди стран СНГ. Средняя заработная плата в Российской Федерации с учетом паритета покупательской способности по итогам прошлого года составила $671. Менее других от этого уровня отстает Казахстан, в котором заработная плата в 2016-2017 годах составляла $459, что ниже российской на 30-40%. Более других отстает Таджикистан с зарплатой в $147. Запасы золота в международных резервах России в июне приблизились к 2000 тонн. Как сообщил Банк России, в первой половине этого года он купил почти 106 тонн. Если темпы закупок сохранятся, то уже через 4 года золотой запас в истории современной России обновит советский рекорд. Максимум был зарегистрирован в 1941 году – 2800 тонн. Сейчас в резервах Центробанка лежит 1944 тонны драгоценного металла. Регулятор ведет покупки нарастающими темпами с 2008 года. Тогда запасы составляли менее 500 тонн. Вместе с этим растет и доля драгоценного металла в структуре международных резервов России. За 10 лет она увеличилась с 2,5% до 17%. Деятельность картелей в России наносит ущерб бюджету страны в 1,5–2% объема валового внутреннего продукта. Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы России. По словам замруководителя службы Андрея Цыганова, 85% картелей – это сговоры на торгах. Это колоссальная проблема, которая стоит миллиарды рублей бюджету Российской Федерации и российским потребителям. Наиболее чувствительные сферы, в которых мы наиболее часто выявляем факты картелизации экономики, это строительство и прежде всего дорожное, закупка лекарственных средств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, а также жилищно-коммунальное хозяйство, пояснил Цыганов. Напомним, в 2017 году в стране было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях. Экологический национальный проект, один из 12 разработанных по итогам майского указа Владимира Путина, будет стоить 1 триллион 800 миллиардов рублей. На его реализацию в 2019-2024 годах федеральный бюджет потратит 921 миллиард рублей, а внебюджетные источники – 844 миллиарда, что аналогично повышению налоговой нагрузки на них на 0,1% ВВП. Крупнейшие цели нацпроекта – резкое сокращение загрязнений воздуха в центрах металлургии, переработка 80% отходов в Российской Федерации к 2024 году и переход к тому же сроку на полное лесовосстановление. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.